Добрый день! С вами телеканал Округ ТВ и журналист Олег Леонидович. Сейчас я нахожусь на сквере «Память поколений» Новгородовский погост. Чтобы вы понимали, это одна из целей именно моего проекта «Народный бюджет 2022 года» города Якутска. Пройден первый этап. Сейчас сделано, вот за мной стоят там стела, ограждение. Сейчас проходит второй этап, который состоялся благодаря участию главы города Якутска и Якутской городской думы. В данном этапе, значит, вначале мы произвели санитарную уборку, так как сквер теперь это общественное пространство, и пришлось как бы старые ненужные антисанитарные обелиски убирать. На сегодняшний день сейчас идет культурно-исторические исследования, которые проводят ООО «Геокорт», город Москва. И представителями являются наши археологи, якутские археологи. И задача их провести исследования и узнать, сколько все-таки этому старому погосту лет. Теперь это будет сквер. После исторических исследований здесь будет производиться благоустройство, будут поставлены обелиски, памятные плиты родственникам захороненных людей, которых мы нашли, мы провели определенную работу. Ну, чтобы вы понимали немножко, я сейчас вам покажу немного, что сейчас происходит на этом сквере. Это теперь сквер «Память поколений» Новгородовский погост, официально общественное пространство, сквер города Якутска, находящийся по адресу улица Дачная, 46. Вот видите, даже здесь сделали дорогу к скверу, тоже благодаря администрации города и Гагаринскому округу, и, естественно, жителей, которые очень хотели эту дорогу сделать. Чтобы вы понимали, здесь стоит специальная вывеска, здесь полностью расписан план работ, все необходимые документы. Могу сразу сказать, исследования, что проведена очень большая работа, получен открытый лист. Вот стела, которая рассказывает об этом погосте. Чтобы вы понимали, что территория достаточно большая. Вот мы видим небольшие бугорки. Это все люди, которые строили и работали на благо республики. Здесь много известных имен, известных родов казацких и якутских. Ну, это чуть позже. Ну, для того, чтобы понимали, вот смотрите, нам очень сильно помог архив, Национальный архив Республики Саха-Якутия. Вот эта карта предоставлена, это именно им. И чем замечательна эта карта 17 года, чтобы вы поняли, смотрите, вот здесь написано «дачи». Ну, дачи это не от слова, как мы сейчас в современности понимаем, да? Это когда царь дал казакам наделы даром, так скажем, их назвали дачами. И вот здесь все перепись всех людей и родов, которые жили здесь, вот смотрите, в 17 году. Чтобы вы понимали, вот такой был маленький город Якутск. Вот видите, да? А мы находимся примерно, вот смотрите, здесь старое название, протока. И здесь, видите, каким маленьким. Вот мы находимся вот в этом районе, Белое озеро. И здесь полностью эта карта показывает, что где находилось, пески, мосты. И здесь Вилюйский тракт, сразу видите, татарская. Вот это уникальная карта, в принципе. Конечно, она по масштабу может быть где-то не совпадает с современностью, но определить, где что было,
можно понимать. И вот мы заходим, и здесь небольшая на стеле история людей, которые здесь похоронены. Но об этом я уже рассказывал, останавливаться не буду. Вот санитарная уборка произведена. В данный момент начались археологические исследования, культурно-исторические. Мы сейчас подойдем, более подробно об этом расскажем. После проведения исторических исследований на всех этих погостах, которые вот бугорками стоят, будут лежать памятные плиты с именами. Все будет благоустроено. Но могу сразу сказать, чтобы сделать это памятное место, это просто, не знаю, это законодательство такое, это необходимость, наверное, для нас, для людей историческая, чтобы определять для себя и для других людей, что это за место. Правда, мы здесь установили еще, ну, видите, да, там беседку и историю якутского полка и людей, которые здесь работали, жили. Вот исторические раскопки, исследования, может, не раскопки, я не прав. Но об этом нам расскажет более так серьезно Екатерина Алексеевна Строгова. Но я должен сразу сказать, что в этом участвуют у нас землекопы и сотрудники исторического парка «Моя история». Не знаю, насколько я буду прав, но специальность у них тоже есть, археологическая специальность или направление. То есть ребята тоже опытные. Екатерина Алексеевна, вы сейчас что делаете? Фотографируете? Да, я сейчас фотографирую. Вот мы уже сняли дерн, прошли один горизонт. И по методике мы обязаны фотографировать состояние шурфа после прохождения каждого горизонта, поскольку картинка, которая получается в результате, она все время меняется. То есть... Это потом позволит сделать определенные выводы о том, как тут развивалось все это. А вот если раньше, смотреть, уже вот позже. Так вот прокопали, да, вот слои видны, да? Да, слои видны. Вот у нас там погребенная почва, видимо. Вот это вот совсем темная. Под ней суглинок характерный очень. Вот там вот остатки какой-то деревянной конструкции. Вот в стенке. Так, отойдите, пожалуйста. А по археологическим это называется шурф, да? Да, это называется шурф. Вот это, да, и вот в этой стенке тоже какие-то следы древесные. Но трудно пока сказать, что это такое, это остатки конструкции или нет, поскольку в прежние времена этот участок он был покрыт лесом. Вот те сосны, которые мы здесь видим, это остатки этого леса, а старожилы говорят, что раньше здесь сплошь все это было покрыто соснами. Поэтому вот так вот в стенках шурфов могут оказаться и корни тех сосен, которые уже не существуют. Ну, в общем-то, все что угодно. И хотелось бы подсказать нашим зрителям, да, что мы сейчас делаем. Я, может, неправильно говорю, что это исследование культурного. Да, это... чтобы понимали люди. Это называется историко-культурная экспертиза. То, чем мы занимаемся, поскольку здесь потом будет происходить хозяйственная деятельность определенная, то согласно 73-му федеральному закону об охране культурного наследия народов Российской Федерации, перед проведением хозяйственных каких-то работ, строительных, земляных работ, любых, в общем-то, необходимо проведение историко-культурной экспертизы. То есть установление
наличие, отсутствие объектов культурного наследия на той территории, где будет происходить хозяйственная деятельность. Спасибо. Ну, хозяйственная деятельность, наверное, имелось в виду то, что здесь будет все-таки сквер и благоустройство, да. Любая хозяйственная. Ну, любая хозяйственная. Вот смотрите, ребята копают. Ну, я хотел бы представить Михаила. Михаил, а вы точно из парка «Моя история»? Я уже прокомментировал. Сотрудник исторического парка «Россия. Моя история». Я был прав, сказав, что вы имеете Да. археологическое образование. Да, историк. так Историк, да? Но представляет ли такое место интерес? Ну, как сказать, ну, все-таки исторический интерес есть, потому что тут захоронения исторические, пока период, начиная с 60-х, в глубину истории идет, пока вот определяем ранее, какие могут быть захоронения. Вообще археологические исследования достаточно трудны. Ну, физически трудны и научно тоже, как сказать. Очень затяжная работа, как уже объяснили, слой за слоем надо изучать, что там под землей находится. Там как раз что-то нашли. Спасибо. Ну, я, наверное, с вами, прощаюсь, да, мы будем время от времени выходить в эфир и рассказывать, что происходит на этих археологических раскопках. Только одна просьба, не надо сюда приезжать и мешать работать. Это очень серьезная работа, она требует терпения и внимательности. И если здесь будут отвлекать постоянно, лучше не надо этого делать. Спасибо за внимание.